которая произошла ровно год назад. Это было в месяц Рамадан. Ко мне обратился один мой знакомый с Москвы и сказал, что он хочет распределить средства заката. Мы ехали в одно место и просто совершенно от нас независящим причинам оказались в другом месте. Когда мы оказались в другом месте, на Акушинского, я вдруг задался вопросом, что кто-то у нас на Акушинского тоже в базе был. Человек, которому мы должны были помогать. Мы набрали ей, она говорит, да, у меня есть определенные проблемы финансовые. Мать 3 детей, сироты, нет мужа, одна воспитывает. Она приобрела квартиру на материнский капитал. И определенную сумму она должна была донести, около 500 тысяч, до конца 2016 года. Она эту сумму не внесла, у нее не было этих денег. И где-то до начала месяца Рамадан к ней пришел застройщик и сказал, вы извините меня, я уже 4 месяца вам дал. Если вы не оплатите эту сумму до Ураза Байрам, мы эту квартиру забираем, возвращаем вам деньги. Она находилась в таком состоянии, когда мы пришли. Она рассказала эту историю. Тут же мы приняли решение, переглянувшись с этим человеком, что мы закрываем ее долг. Мы когда озвучили это решение, она просто впала в ступор, если можно так сказать. Чтобы не отягощать ее благодарностями, мы встали и сразу стали выходить. Вот тут сейчас самая изюминка. Мы уже когда были в дверях, она говорит, Мугудин, можно секундочку? Она обращается ко мне и говорит, когда у меня поставили перед таким условием, что у меня забирают квартиру, я начала искать среди родственников, знакомых, и никого не нашла. Никого не нашла, кто мог бы мне помочь, даже теоретически. Тогда я пала в отчаяние, а потом я подумала, наверное, самый надежный помощник – это Аллах. И я, говорит, каждый день, первую неделю, Рамазан месяц, я встаю на тахаджуд намаз. Я каждый день делаю таравих намаз. И после намазов я обращаюсь с дуа к Аллаху, со словами, «О Аллах, мой Господь, я не знаю, кого просить мне о помощи, кроме как Тебя. Мне неоткуда эту помощь ждать. Я не знаю, как Ты мне поможешь, через кого Ты мне поможешь. Ты ведь всемогущий». Я, говорит, настолько это просила, и у меня было ощущение, что откуда-то эта помощь, она придет. И она говорит, вы сейчас, когда пришли, я до последнего думала, может быть, это, и вы сейчас сказали, я просто, говорит, нахожусь в шоке. Эта история потрясла всех нас. Эта история говорит о самом главном. Людям, которым Аллах дает имущество, в их имуществе, в их деньгах есть доля заката, которая предназначена для таких людей. И они ждут ее. И они ждут свою долю. Знайте, что в вашем имуществе есть доля, предназначенная для таких людей.